Урок 4. Отрицание действия и будущее время. Итмахира, всем сегодня научимся отрицать совершаемые вами действия и поговорим немного про будущее время в лезгинском языке, как я и обещал рассказать в 3-м уроке. Если вы помните, то во 2-м уроке я уже рассказывал, как отрицать то, что ты не являешься кем-то. Но как сказать, что ты не совершаешь какое-то действие? Очень просто. Например, возьмем глагол «авун» – «делать». Как вы помните из 3-го урока, глагол «авун» используется с актив или эргативным падежом и идет с личным местоимением «за» и склоняется следующим образом: «за езво» – «я делаю», а «за езвоч» – «я не делаю». Просто добавляйте букву «ч» в конце и получится у вас отрицательный суффикс. Такое правило используется со всеми глаголами настоящего и будущего и почти со всеми глаголами прошедшего времени. Еще стоит отметить, что в диалектах вместо «ч» говорят «ч». Например, «за извож» – «я не делаю», но диалекты будем разбирать отдельно в других уроках. Давайте рассмотрим некоторые примеры. «Зун кликзово» – «я смотрю», «зун кликзовоч» – «я не смотрю», «зун рахазво» – «я разговариваю», «зун рахазвоч» – «я не разговариваю», «зоз чизво» – «я знаю», «зоз чизвоч» – «я не знаю». «Зоз лезгич ал чизво», «амма зун рахазвоч» – «я знаю лезгинский язык, но я не разговариваю». Или «завай лезгич алал рахаз жезвоч» – «я не умею разговаривать на лезгинском». «Завай жезво» – «я умею». «Завай жезвоч» – «я не умею». Этот глагол я подробно разбирал на 2-м и 3-м уроках. Кстати, чтобы спросить, не совершаешь ли ты это действие, будет строиться таким образом. «Вун клик завошни» – «ты не смотришь». Отрицательный суффикс «ч» смягчается при вопросе и звучит как «ш». Как вы помните, я про этот вопросительный суффикс «ни» рассказывал во 2-м уроке. Еще примеры. «Вун рахазвошни» – «ты не разговариваешь». «Вот чизвошни» – «ты не знаешь». «Воз лезгич ал чизвошни» – «ты не знаешь лезгинский язык». И так далее. Итак, продолжаем. Сейчас мы посмотрим, как будет будущее время в лезгинском языке. Если вы помните, то я в 3-м уроке рассказывал, как спрягаются глаголы в настоящем времени. Берем опять тот же глагол «аву» – «делать». Его целевая форма «из». Убираем конечную букву «з» и добавляем суффикс будущего времени «да». И получаем «иида», то есть «сделаю». «За иида» – «я сделаю». Все по той же схеме, как и в предыдущих уроках. То есть те, которые вообще не поняли, что такое целевая форма глагола и как это все получилось, советую посмотреть 3-й урок. Там подробно об этом рассказано. Но если вы новичок и только начали изучать слова, то как узнать вообще, каким образом будет выглядеть целевая форма глагола? Для этого давно есть словари. И там указывается все подробно. Для примера возьмем лезгинский словарь, который можно скачать из Google Play Market для андроидов и из App Store для айфонов. Итак, вы скачали словарь и ищете слово «увидеть» и хотите узнать его перевод на лезгинском. Сейчас покажу на примере. Заходим в словарь и ищем само слово. Потом переключаемся на лезгинский и это слово «акун» вбиваете в поиск. И поиск выдает вам в скобках целевую форму «акоз». Прошедшее время «аку» плюс «на» и повелительную форму «аку». И некоторые выражения, связанные с этим словом, но нам пока что это не нужно. И видя целевую форму глагола «акун», вы сможете его просклонять. «Акоз» – целевая форма, «акозва» – настоящее время. Про прошедшее время будет в следующих уроках. Таким образом, основываясь на целевую форму, мы можем получить настоящее и прошедшее время. Про настоящее время я уже показал. Чтобы получить будущее время, как уже было сказано ранее, нужно убрать конечную букву «з» в целевой форме глагола. И следовательно получаем «акво» убираем «з» плюс «да», «акода» – будущее время. А если я возьму глагол «килигу» смотреть и его целевую форму «килигиз», то будущее время, казалось бы, должна была быть «килигида». Но нет. Если целевая форма глагола с окончанием «из», но в маздаре окончание не «ин», то эта буква «и» пропадает, как и конечная буква «з», а глагол «аву» исключением. Например, «килигу», «килигиз», «килигда». Но если маздар односложный, то есть одногласная буква, то «и» остается. «Ру», «риз», «рида». Кстати, это правило было озвучено
в третьем уроке. Как вы видите, все уроки связаны между собой, поэтому если вы не смотрели начальные уроки, то советую посмотреть. Итак, про вопросительную форму. И тут вопросительная форма такая же с суффиксом «не». В наидане ты сделаешь, в наридане ты принесешь, в клигдане ты посмотришь. Вопросительная форма отрицательного характера. В наидашне ты не сделаешь, в наридашне ты не принесешь, в клигдашне ты не посмотришь. И таким образом со всеми глаголами. Еще хочу рассказать про одно время, которое используется в лезгинском наряду с настоящим временем и имеющее одинаковое значение, но не совсем. Оно называется по-русски «настоящее второе время». Настоящее второе передает действие, которое протекает в момент речи, но началось еще до него. Образуется от целевой формы плюс «ама», то есть еще есть. «Ама» может сокращаться и писаться и звучать как «ма». Например, «рахаз во», «рахаз ма». Говорит и еще говорит. «Шехзаво» плачет, «шехсама» еще плачет. «Ксузво» спит, «ксузма» еще спит. Как обычно, я в каждом уроке в конце добавляю от себя новые бонусы. Сегодня будет продолжение, связанное с теми же глаголами «аво», «го», «ко», которые я раскрывал во втором и третьем уроке. Сегодня будет тот же «ама» осталось и его вариации с «го» и «ко». «Аво» есть имеется, «ама» осталось еще имеется. «Го» есть на руках, «гума» еще есть на руках. «Ко» находится под чем-то, «кума» и еще находится под чем-то. На этом я хотел бы закончить свой 4-й урок. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго вам, до свидания.